Специальный выпуск программы «Интервью» ко Дню защитников Отечества в эфире главного телеканала Республики Башкортостан. Сегодня вместе с нами герой России, генерал-полковник Вооруженных сил России, председатель Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Анатольевич Шаманов. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли к нам в День защитников Отечества. Поздравляем вас с этим праздником. А как вы понимаете, чей прежде всего это праздник? Ну, как уже у нас повелось, многие десятилетия, это День мужчин. Хотя, наверное, это не в полной мере сегодня отражает реальную действительность. Армия становится контрактной, и по целому ряду военно-учетных специальностей у нас служат женщины, причем служат зачастую лучше, чем мужчины. Поэтому нынешнее название праздника, оно, наверное, как никогда соответствует самому содержанию службы Отечеству, потому что и мужчины, и женщины сегодня имеют возможность служить в вооруженных силах, в силовых структурах нашего Отечества, реально защищая национальные интересы Отечества. В Уфе вы принимали участие в торжественных мероприятиях. Расскажите, пожалуйста, как все прошло, вот ваше впечатление. Ну, во-первых, хочу поблагодарить главу республики Радика Фаритовича Хабирова, который меня пригласил. Я уже неоднократно бываю в вашей республике и всегда радуюсь новым успехам. Атмосфера приема происходила в очень теплой, доброжелательной обстановке. Выступал в связи с тем, что Радик Фаритович по медицинским показаниям не смог присутствовать, председатель законодательного органа субъекта Константин Борисович тепло поздравил земляков, рассказал о истории этого праздника, об участии башкортостанцев в Великой Отечественной войне, что более 700 тысяч человек республика отправила на поля сражений, более 200 тысяч были награждены орденами и медалями. К сожалению, более 300 тысяч не вернулось, и особенно кровопролитным были бои первого года войны. Ну и, безусловно, было награждение новым орденом, как семьи погибших и умерших военнослужащих, так и тех граждан из полиции, из Национальной гвардии, которые совершили героические поступки за прошлый год. Им вручены были ордена, и зал очень тепло их встречал. А потом был концерт и прием от руководства республики. В общем, огромное большое спасибо. Я увидел здесь многих своих однополчан, и десантников, и пехотинцев, и двух генералов, уроженцев республики, Сахабуддинова и Анатолия Сафонова, которые родились в республике, а мне с ними довелось участвовать в боевых действиях. Они стали генералами, героями России. Так что я просто впечатлен и душевно такое волнение испытываю от полученного удовольствия встречи с однополчанами. Спасибо вам за такой теплый отзыв. Владимир Анатольевич, вы знаете, у нас произошло такое знаменательное событие в истории Башкортостана. Командир 112-й башкав-дивизии имени Гали Шаймуратов получил посмертно звание Героя России. Вот как вы оцениваете его личность и значение в истории и в истории Великой Отечественной войны? Ну, дивизия кавалерийская Шахмурадова, она действовала на одном из труднейших кубанских направлениях. И вот Сафонов рассказывает, как в районе Белой Калитвы ежегодно чествуют этих героев, которые наводили ужас и страх на фашистские полчища. И то, что республика учредила в честь этого героя орден, и что им награждают
как погибших, так и живых военнослужащих, героических людей. Это большое-большое завоевание вашего замечательного, многонационального, подчеркиваю, народа. Башкортостан ведь наряду с военной составляющей внес и немалую толику, особенно когда немец через Кавказ рвался к бакинской нефти, нефтяники Башкортостана открыли ряд месторождений, тем самым обеспечили безопасность с точки зрения подачи горючего в действующую Красную Армию. Я вообще хочу сказать, Башкортостан сегодня входит в тройку лидеров юноармейского движения, патриотического движения. У вас сохранены и проводятся на более высоком организационном уровне все состязания военно-патриотической направленности по прикладным видам спорта. Я хочу сказать, что недавно, участвуя на слете поисковиков, поисковики Башкортостана вместе с Бикпаевым, депутатом Госдумы, были отмечены в лучшую сторону. И я с удовольствием подписал, как председатель комитета по обороне и член оргкомитета Победы, благодарственные письма и реальным участникам поиска, и тем, кто оказывал им содействие, шефскую помощь, чтобы они смогли выехать и там качественно провести эти мероприятия. Как вы оцениваете показатели по призыву в армию, вооруженные силы? Мы знаем, что Башкортостан он в числе лидеров среди российских регионов, но ведь есть и те, кто сомневается, идти в армию или нет. Что бы вы могли сказать таким людям? Я могу сказать, что сегодня Башкортостан сохранил и упрочил свои позиции. Сегодня не просто нужны призывники, а нужны призывники, обладающие навыками и умениями. Вы сохранили ДОСААФ, и в ДОСААФе готовят этих специалистов. Поэтому Башкортостан остается лидером. Одновременно сомневающимся я хотел бы сказать, всегда было почетной обязанностью молодого человека служить в наших вооруженных силах. Не обязательно в российской армии. Сегодня это представляет возможности ФСБ, Национальная гвардия, военизированные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Молодой человек, если он считает себя патриотом страны, он обязан отслужить. Сегодня тем более служить-то всего нужно 1 год. Владимир Анатольевич, я знаю, что у вас будет совместный проект с Республикой Башкортостан. Вы планируете установить памятник в Уфе, в Парке Победы. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Я хочу сказать, башкортостанцы всегда составляли костяк очень подготовленных воинов-десантников. И я рад, что один из моих последователей, а у меня было в службе, я командовал 1-м батальоном легендарного 104-го полка, откуда ушла на геройский подвиг 6-я рота. Вот он и его товарищи стали инициаторами. Это было 2 года назад. Мы вместе постепенно двигались. Я в прошлом году приезжал, мы сверяли часы. И накануне 2 августа будем обязательно открывать. Приглашение еще в прошлом году мы послали руководителю республики. Радик Фаритович согласился поддержать. У нас есть еще одна проблема. Нет корпуса БМД-1 или БМД-2, но я думаю, что мы эту проблему решим. Как говорят, открытие состоится при любой погоде. Всех ждем в Парк Победы на 31 июля. Все четко по-военному. Да. Владимир Анатольевич, поздравьте, пожалуйста, телезрителей Башкирского спутникового телевидения с Днем защитников Отечества. Ваши поздравления. Уважаемые телезрители, я хочу прежде всего обратиться к участникам Великой Отечественной войны. Со слов Константина Борисовича, в республике около 500
участников войны, это золотой фонд нашего государства. Спасибо им, этому поколению победителей, что они в неимоверно тяжелых условиях сумели добыть победу и загнать врага в его логово. Я хочу сказать воинам-афганцам, мы отметили 32-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Вы честно и добросовестно выполнили свой долг. Сейчас Государственная Дума готовит ряд законопроектов по социальной защите вашей, оказанию помощи инвалидам, обеспечению жильем и многое-многое чего. Поэтому вам здоровья. Сегодня вы являетесь на передовом краю воспитания нашей молодежи. Ну а тем, кто являются ветеранами вооруженных сил, вам еще рано жить воспоминаниями. Воспитывайте детей и юношество, чтобы у нас не было непонятных маршей. Нам нужна сильная Россия, а сильная она будет, когда молодежь и ветераны будут в едином строю. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Очень эмоционально прям задевает. Спасибо большое. Праздником. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был легендарный Владимир Анатольевич Шаманов, герой России, генерал-полковник Вооруженных сил России, председатель Комитета Государственной Думы по обороне. И мы говорили о защите Отечества.